Просьба к чеченцам досмотреть этот ролик до конца и по возможности поделиться. Сенсационные исследования бельгийских ученых из Университета этнологии и антропологических исследований Жюля де Буа и Альфреда Трезина указывают на то, что викинги были на Кавказе. Свою работу ученые начали в 1992 году, после того как наткнулись на древнейший манускрипт, найденный в Верхней Саксонии, датированный 1115 году нашей эры. Эта древняя книга, написанная клинописью, составлена воином Аки из клана Зеута. Этот воин являлся штатным писарем при полководце древних викингов Стронджа, и благодаря его заметкам открылись удивительные факты, ранее неизвестные ученым. В 1089 году нашей эры один из главных предводителей викингов, которого в книге называют Строндж, после покорения саксонских земель собрал отряд воинов в 15 тысяч человек и отправился в новый военный поход. Весь отряд бесследно пропал, и последним местом, где историки смогли зафиксировать пребывание этой армии, доселе было низовье реки Дон. Но поистине все тайное рано или поздно становится явным, и так в 1996 году один из профессоров Национальной Королевской Академии Норвегии Фридерик Клаузен в составе международной бригады «Врачи без границ» находился в Чечне, и каким-то чудом, иначе это и невозможно назвать, несмотря на всю ненаучность данного термина, оказался с мобильной группой госпиталя в населенных пунктах Вашан-Дарой и Шатой. В ходе основной работы по оказанию медицинской и гуманитарной помощи ученый-этнолог попутно интересовался и культурой вайнахов, делал фотоснимки, беседовал со старейшинами. И каково же было удивление Клаузена, когда в одном из сельских домов местный старожила Доку Самбиев продемонстрировал врачу боевой топор и шлем, найденный его племянником-охотником в Верховьях и Тумкале. Старик наивно полагал, что знаменитый на весь мир шлем и боевой топор принадлежит древнему чеченскому воину. Ошарашенный ученый, несмотря на все опасности послевоенной Чечни, в тот же день выдвинулся на раскопки в сопровождении племянника старика Султана Самбиева, саперов и охраны МВД Чеченской Республики. За 12 дней раскопок им были найдены щиты, доспехи, оружие, фрагменты одежды и посуды, останки тел и многие другие ценные экспонаты, которые, несомненно, принадлежали викингам. Фридерик Клаузен рассказывает, предположительно большая часть отряда викингов сплавилась на легких ладьях по течению Дона, перешла в реку Кума, а оттуда уже по реке Сулак попала в дельту реки Терека. Дальше, возможно, они плыли вверх по Аргуну, но когда течение усилилось, были вынуждены перейти на сушу и продолжить продвижение вглубь Чечни пешком. Чтобы точно узнать маршрут продвижения отряда Стронджа, необходимо доскональное изучение ландшафта, который, несомненно, многократно менялся с тех пор, как и русло некогда полноводных рек. Несомненно одно, вдоль всего Аргунского ущелья разбросаны останки древних викингов, которые свидетельствуют о кровопролитной битве, состоявшейся в этой местности. Учитывая то, что никто из данного отряда не вернулся, то, полагаю, он был на голову разбит чеченскими племенами, не раз отражавшими нападения различных кочевников. Те скудные сведения, собранные за 2 недели моего пребывания, позволяют говорить о том, что лагерь викингов был раскинут предположительно в окрестностях теперешнего Шатоя. По возвращении в Берген я со своими коллегами обратился в Национальную Академию Норвегии и через нашего ректора Томаса Хиланда узнал о исследованиях Жюля де Буа и Альфреда Трезина из Бельгийского университета этнологии и антропологических исследований. Объединив наши усилия, мы узнали много, казалось бы, навсегда утерянных, исторических фактов, но внезапно возобновившиеся боевые действия в Чечне не позволил продолжить полноценное исследование этого уникального места, находящегося в глубине горной Чечни. Все мы с нетерпением ждем урегулирования этого конфликта и надеемся на продолжение научных работ, имеющих огромное значение для истории Европы и Кавказа. 12 марта в Лондонском музее естественной истории, при поддержке фонда Сороса, организации «Врачи без границ» и Лондонского королевского общества состоялась выставка экспонатов, найденных в горах Аргунского ущелья, которая откроется пресс-конференцией Фридерика Клаузена, Жюля де Буа и Альфреда Трезина. В общем, есть тема для ученых и их исследований в будущем.